Встречи с бизнесменами на этот раз решили проводить не в залах Дома правительства, а на выезде, в неофициальной обстановке. Причем некоторые гости этикету все-таки следовали и пришли на встречу без галстука. И встреча получилась весьма доверительной. Впрочем, о доверительном настрое власти заявили с самого начала встречи. Михаил Игнатьев предпочел говорить с бизнес-элитой без галстука. При этом сразу подчеркнул, во время неформальной встречи злободневные вопросы приветствуются. Первому микрофон предоставили руководителю экспертной группы Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Владиславу Семенову. Он поинтересовался, когда в республике в полную силу заработает регуляторная гильотина. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии добавил, она бы сняла избыточные требования ведомств, ограничивающих развитие бизнеса. У нас есть вот одно предприятие, Сеспель, я его консультирую с 2010 года, и мы сейчас с чем столкнулись? 5000 контейнеров не было произведено за последние 9 месяцев. Почему? Потому что, например, морской регистр в Санкт-Петербурге требует от предприятия исполнять ГОСТ 1977 года. Его конкуренты из Китая применяют международные технические акты, в которых заложены стали более тоньше. Получается, что та продукция, которую производит наше предприятие из Сюдукасов, получается не конкурентоспособна по цене. Учитывая, что здесь руководители, которые непосредственно знают свои отрасли очень глубоко, обращайтесь, пожалуйста, к нам, если вы видите, что старый СНИП, Санпин или стандарты мешают реально развитию бизнеса. Развиваться бизнесу, кстати, мешают не только устаревшие стандарты. Руководители компаний сетуют на жесткую позицию контролирующих органов. Из-за этого, по мнению предпринимателей, наблюдается отток капитала из республики в крупные города страны. Большинство бизнесов до сих пор, кстати, не вышли из теневого сектора. На наш взгляд, поводом для этого служит жесткая позиция УФНС по Чувашской республике по сбору налогов и сборов. Поскольку в рамках все той же самой регуляторной гильотины меняется отношение к бизнесу, хотелось, чтобы налоговые органы подходили к вопросу контроля бизнеса не с позиции виновности, а с позиции партнерства. В 2018 году мы снизили количество выездных проверок на 23%. В первом полугодии, на текущую дату я буду говорить, мы провели 42 проверки всего выездные по нашей республике. Процент охвата составляет 0,07%. Чтобы подчеркнуть открытость ведомства к бизнес-сообществу, Марина Петрова также напомнила, перекрывать кислород региональному предпринимательству никто не собирается. Напротив, для вновь зарегистрированных фирм действуют налоговые каникулы. Плюс ко всему, республика одной из последних перешла на исчисление имущественных налогов по кадастровой стоимости. Свою руку помощи малому и среднему бизнесу готовы протянуть гарантийный фонд и АПМБ. В последнем, кстати, уже со следующей недели начнут выдавать займы под льготную процентную ставку 3,75 резидентам территорий опережающего развития. О желании получить дополнительные инвестиции на развитие на деловом завтраке высказались и промышленные гиганты. В республике есть очень хороший инструмент, это фонд развития промышленности. Но, к сожалению, один из самых крупных, но, к сожалению, он не зарегистрирован в Федеральной корпорации МСП. Наше предприятие готово тоже включиться или встать в очередь на получение этой поддержки. По словам руководителя Фонда развития промышленности, соглашение о сотрудничестве с корпорацией МСП он планирует подписать в июне, так что летом в фонде уже готовы принимать заявки от крупного бизнеса на получение займов. Касаясь республиканского фонда, на самом деле 1 800 000 000. Значит, мы его принимали вместе с Государственным советом, спасибо депутатам, но на сегодняшний день средства, они лежат на счету, они не освоены. Поэтому прошу обратить, 5% годовых – это приемлемый уровень кредитной ставки. Во время делового завтрака бизнесмены не стеснялись задавать первым лицам и узкопрофильные вопросы. За столами сидели руководители многих ведомств, так что квалифицированный ответ давался незамедлительно. По итогам встречи Михаил Игнатьев выразил надежду, что в Чувашии все-таки будет сформирован предпринимательский пул, который продвинет наш регион на мировую площадку. Евгения Зиновьева, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.